Школа номер 1 в Троицко-Печорске готовится к получению лицензии для организации на базе недавно открывшейся там точки роста дополнительного образования. Центр гуманитарного и цифрового образования появился в школе в 2020-м. Однако пока в новых кабинетах проводят обычные уроки и некоторые кружки. Каким именно оборудованием пополнилось учреждение и как осваивают высокие технологии педагоги и ученики, узнала Евгения Кладкевич. Рабочий день педагога Анатолия Перминова впредь начинается раньше. Заранее включает в новом кабинете компьютеры, настраивает проектор и экран, готовит конструкторы для проведения урока. С появлением точки роста занятия по технологии и ОБЖ, отмечает Анатолий Владимирович, стали куда увлекательнее. Удовольствие от процесса получают как ученики, так и он сам. Взять ту же технологию, объяснить, как пользуется, то есть как изготавливается та или иная деталь, или как пользоваться каким-то инструментом стало просто проще, потому что есть интернет, есть видеоматериалы, гораздо лучше, чем просто показывать на пальцах, на плакатах. В точке роста проводят и внеурочные занятия, кружки по робототехнике, шахматы, шашки и так называемый мастерок. Здесь ребята занимаются проектной деятельностью. Особенно ученикам нравится работа с конструкторами. В рамках проекта в школу их поступило 3. Модели зданий и транспорта создают даже самые маленькие школьники. Много кружков проводится, и есть разные вещи, которыми можно позаниматься в свободное время. Здесь очень красиво и много всяких разных новых технологий. Можно заняться чем-то интересным, поиграть в шашки, шахматы, а также посидеть в компьютерах. К слову, шахматы впредь одно из главных хобби учеников. На переменах в точке роста, где установлено сразу 2 доски, собираются десятки ребят. Регулярно проходят внутришкольные турниры. Другая часть кабинета отведена под занятия ОБЖ, оказание первопомощи и спасение жизни. Отныне эти навыки Анатолий Перминов отрабатывает со школьниками на манекенах. Каждый снабжен пультом управления. Он же определяет правильность действий. Еще один кабинет точки роста, уже менее инновационный, предназначен для организации дискуссионных площадок и проектной деятельности. Совместно с учителями ребята обсуждают план и реализацию своей идеи. Ребята выбирают проекты самые разные, очень интересно. Есть, например, по биологии, что такое сновидение, есть необычные животные. Есть очень много проектов, которые непосредственно делаются у нас в мастерских. В арсенале точки роста, кроме конструкторов и ноутбуков, еще квадрокоптеры, фотоаппарат и 3D-принтер. В кабинетах выполнен капитальный ремонт, установлена новая мебель. Центр гуманитарного и цифрового образования появился в школе в сентябре 2020-го. Сейчас кабинеты используются больше для проведения обычных уроков и кружков. Полноценное доп. Образование требует специальной лицензии. Ее школа получит к началу следующего учебного года. Сотрудники центра – штатные педагоги, которые прошли специальные курсы по работе с высокими технологиями. Задача точки роста – развитие у школьников общекультурной и цифровой грамотности, творческой и социальной самореализации. Этот год учебный у нас, мы для себя считаем, он такой переходный. Пока мы работаем над тем, чтобы получить лицензию на дополнительное образование. В связи с тем, что у нас пандемия все-таки внесла свои коррективы, не настолько активно используется другой кабинет. Он предусмотрен для организации дискуссий. Со второго полугодия у нас начал собираться совет старшеклассников. Ну а в дальнейшем мы планируем проводить дискуссионные площадки не только со школьниками, с педагогами, но и с родителями. Директор добавляет, в мечтах педагогов открытие на базе учреждения еще одной точки, только уже, естественно, научной направленности. Ежегодно многие выпускники поступают в медицинские вузы, и столь высокоинновационная база была бы отличной основой для подготовки будущих специалистов. Евгения Кладкевич, Олег Костромин, телеканал Юрган, Троицко-Печорск.